наближаемся до места нашего святкування. Третий год живем у Вильнюсе и первый раз наведаем Телевежу. Не уявляла себе. Вот здесь справа. Вверх. Поглядите на эту пригожуню. Ты при себе? Такая ж стройная? Такая же, да. Тебя сюда. Тебя там. О, чудовно. Привітання, сябри. Привітання. А ось і наш сюрприз. Мы приехали на Телевежу Віленську, у решті, да. І знаходимося зараз на 67-й поверсі. Поглядите. Бачите за мною, покуль не стемнело. Ось. Так. А чого? Ось. І ми сьогодні вирішили з папусиком відсвяткувати, що 45 годов нашего веселья. 45 годов нашего сапфирового веселья. И покуль не стемнело, ну, остатнее все покотом, а зараз я сниму круговую, пройдусь, покажу город. Покуль еще криху бачу. Итак, папуся, что ты скажешь? Это микрорайон Королишкис. Сама вежа Да, знаходится. В 70-е годы была побудована эта телевежа, Да. яка стала фактично ще і черговою візитовкою, так сказать, Вильни. Потому что вот, скажем, у Минску такой нема, у Киеве такой нема такой да. у Ризі, Ну, только, пожалуй, в Париже. Ну, Эйфелевая нет, вежа. такая подобная есть в Берлине, вот в ГДРовском Берлине был была подобная. Ну, и вот ага, это. добре. И тут такая, ну, она функционально копирует московскую Останкинскую, потому что тут, кроме того, что она выполняет функцию телевизийную, еще и вот обзорная оглядная пляцовка, плюс ресторація. Ось це нас знакомити так само. До речі, ми зараз у кафе-барі. Ресторація покуль на ремонті, не працює. Я хочу зараз зняти. Вышину метро, надо поглядеть. Но это вот 67-й этаж, поверх, значит, прикладно 2,5-3 метра на поверх. Ну, значит, больше за 100 метров, 120, 130 метров. Ось така заля, і у кругової тут такі каля стекла йдуть такі барні стоечки. І ми зараз пройдемо, ну ось гэтый бок, да? Пойдем. Значит, давай глядеть. Ну, весь Вильнюс, он являет собой не такой сплошной кавалок круговый, да, как, например, Минск, а старый город, и он оточенный такими островами жилья, то есть вот такими кавалками. Вот это мы тут добре бачимо. До речі, ось ми наближаемся, вот там вот такие кавалки. Вот кавалок леса, это и есть славутый Винкис Паркес. Откуль мы показывали эту Вон там вежу. это пляцовка, где спевы проходят, там эстрада спевная. А калісті Вовою тут был первый ботаничный сад, заснованный еще в 18 столетии. Ой, глядите, мы вам показываем, это там рака, Да, это да, Нярис, да, вот, Нярис. глядите, вот это Нярис. Вот спортивный стадион внизу, где мы ходили, И где мы сидели, вон пляжик, на березе. вон пляж, и бачите, вот такой. Да. Откуда? Мы если вам там оттуда купался. эту вежу В показывали. минулом году там купался. Вот. И чем ближе до такого основного города, тем больше тут вот сидять. Давай вот сюда подойдем, може
больше людей сидят, и нема места. Уявите себе, мы не смогли. Мы только столик там Ну нашли. вот, вон Вот там это желтый рака? парк. Да, вон желтый мост. Ага. Вон он, где большой береговую опору от Вингиса. Желтый Да. мост, где мы сидели. Река идет туда, и там вот, а там прикладно старое место. Вон микрорайон, вон где все небоскребы их. А, это вот там, да, небоскреб? Да. Конституція Ларс, Ага. проспектус. Ага. Ну зараз, на жаль, так не вельми добре вже бачно. Ну и сама Мы Вильна. специально приехали под вечер, как бы снять уже потом и город у огня, как бы застать и светло, и темно. Видно, что она расположена так, такой как бы низинки, а вокруг такие холмы. И вот там бачно, эти холмы на далегляде. Они оточают город. Идем далее. Ну, вот это вот Нярис тече, да? Нярис, да. Так, А вот по центру, вот давай. Ага. там, вот Так. это там все. И там белый мост. Вот он. Там, Вон там костел. я, конечно, не Вот бачу. это же святого Якова и Зебета двойной такой. Все эти карельон играют. Вот он. Тут что? Идем далее. Так, давай тут поглядим. Мы уже крыху переместились. Что там? Это, я так Что ты разумею, познаешь? это Лайслис проспектус. Проспект Свободы. Вот тут вот, да? Да. Сдается, вон там какой-то великий магазин, может быть, Озас. или что-то такое, да, ну такой великий. Или панорама это. Я тут уже не весоблю позднее. Это вот как бы на этом... Так подожди, Нярис там правый бок, а тут же старый город мусить Нет, быть. а там, ну как же. Он же на тем боку, он нарисован так. Он на тем боку? Ну, конечно, Ой, он там ой. старый. Ну, добре. А супер этих небоскребов, вот там комарчосов этих невеликих, вот старый город, вон там. О, так пойдем тогда туда. Мы живем у старым городе, да, и Так. не бачим, что за ракой фактически. А тут за ракой город в 2 раза больше, За чем Жиракой там. были великие районы, Вот так, смотрите, да. Какие Да, шоссе. ось вам И Вильня. вот все районы, вот ты бачишь, они поделены такими, ну, отделены один от одного такими великими кавалками леса. Ага, у них это вот развито. Помеж районами лесные такие. О, пойдем далее. Хотя Так, само давай район- поглядим. А тут вот Я еще. не веду, то, что Это тут ускраїна показано. города, Ускраїна да? города уже, да, там уже вон все. До речі, Ну, той ось бок- я ну, той хочу бока у показати. нас. Бачите, вот тут сетка, коли вам бачно, і є двері, можна виходити, вот там Но смотровая. летом они выпускают. а зараз не Летом выпускают. выпускают, зараз вот снег. У нас же снежок на 24 листопада 24 Позавчора года. Позавчора він почав так істи мокрим таким, але от покрив, бачите? І тому там склизько, і людей зараз не дозволяють туди виходити і глядіти. Тому ми от здимаємо такими кавалками, здимаю, продвигаюся у круговую. Может, там этот Акрополис? Похоже на Акрополис. Так, что тут? Тут так само какие-то вон небоскребы, домы или что тут? Жилые комплексы, да? Ух ты! Ну, я вот вчора ехал с таксистом, и он мне казав, що зараз більшість литовців захоров в Вільні, ну шмат хто, да, будують доми за межами города, в сільській місцевості. Шмат людей виїжджає з города, тут квартира у його є, але ще будують доми і так, в каунтрі. Ну, вот такая тенденция, люди богатеют и будут Богатеют. Добро там сказал. заход, а там заход солнца, бачиш? А, ось там, вот тут менавіто, вот, ми зараз вот глядим на ми, захід. ми до речі, криху навіть застаємо. Ось, маленька щелочка, да? Звичайно, яку ми з Ракіняри бачимо. Заход.
Сонця. бачно, вот там такая змейка ліхтаров, там были, это с заходу едут автомобили в Вильню. Вот там, С заходу, да. Сбоку Польши. Сувалкський. Ну, это так, дорога на Тракай, там Мединкай, вот это. Ой, Мединкай, Бригибок, это, а сюда, забыл город. Шауляй. Нет? Так. Уже обошли. Как обошли? Это наш столик уже. Вау, так Мы мы же уже забили- сябры. Ось, Мы бачите, заробили такая кол. дверь. Ось, а мы, ось у нас наш столик. Я А вот ще- тут можно поглядеть на видео. Ага, вот, глядите, вот. С допомогой дрона. Вот эти крыжи. Гора крыжей была. Вежа. Вот вежа. Гедемина. Вон меня. А, Вон это мой вот. мост, по кинопрацу хожу. Ага. Угу. Глядите, вот. Это Нярис. Это снято Вот. с такого- с такого вот с такого баллончика. шара, наверное, снято. Глядите, как пригоже. Ось вам панорамный Менск. И мы тут. Мы тут, вот наш столик. Мы еще не садились, потому что хотели быстрее вам показать, пока не стемнело. Еще раз покажем з нашого вже боку. Ну і зараз будемо вже садитися, святкувати. Ось, глядите, здесь мы сидим коля великого экрану, який ось как бы рекламує ось эту, ось смотровая пляцовка, яка зараз зачинена. Ось люди туди виходять, можуть вийти. Ого, як можуть сидіти. Нічого собі, свесивши ноги на край, прив'язують. Это уже эти экстремалы молодые. Ось вона. Ось де ми зараз з вами знаходимося. Чудовно. Вот. Ресторация, сказали, уже год зачиненная. Мы спитали, и вот этот вращательный аппарат не працює. Год уже його ремонтують, і я ще сказали, я ще год буде. Уявляєте собі? І ще буде год. Може, ну вона так не впевнена, говорить, може ще год буде, а може ще 2 годи. Ну, короче, в новинах ще нічого не писали. Вот глядите, какие пригожие виды. Туманы, оказывается, такие бывают. Ось старый город, вид сверху. Ай, как пригоже, глядите, какие пригожие тут виды. Вот 3 крыжи, там где, это вот как бы вид, я лечу, что это вот кожная частка города у круговой стелі вежи. Как бы, может, конечно, из баллонс, но это, может, стелі вежи здимали с дронами такими. Как бы вот як виглядає город вокруг телевежи и сверху. То, что мы никак все снизу снимали, это вам все показывали. Вот там телевежа. Из парку Вингес, из боку Нярис, от Белого мосту, из этого, с вежи Гедемина. Ну, как Эйфелева башня у Парижа з усіх боків. А ось это Вингес парк, вот эстрада, и ось это поле, и там, бачите, какое-то мероприемство. Там, до речі, оттуль взлетають і воздушні, повітряні шари. О, глядите, який історичний. Это, по-моему, этот Казимира, святого Казимира. Ой, як пригоже, як я добре попала сюди на этот екран, нам столик такий достався. А вот глядите, восеньский вид сверху. И вось яна.
отеле Вежа. Зараз закончим. И папуся. Тут, значит, работает кафе-бар. И тут меню выбираешь. Все, это уже цикл закончился. Ось мы тут сидим, Амаль. Ось мы сидим. И тут меню выбираешь, але ходишь сам, заказываешь у баре. И ось у нас такое. Салатики ще он заказал. Пакуль напои принес. Папуся будет святковать наш 45-годие сапфировое веселье пивком. А я буду святковать водичкой запивать. И крыху Это еще тарелка запипикает? бренди. А это вот такая тарелка запипикает. Будет готовы наши что? Салатики, да? Да. Ты заказал салаты. Ну, поскольку это не ресторация, а кафе-бар, там такой уже, так уже не едят уже. Ось так. Сябри, торжественный момент. Папуся, зараз будем ему венцевать. Я ему повенцевала дома. Сапфировая свадьба. Вау. Какой вот у тебя. Он здесь а вот еще. Дякую. Какие привозят светки. Они сапфировые специально. Спасибо. Они с Голландии. Дякую. Они вот покажи. Они с Голландии, они просто в ванну. Так я бачу, они такие Если вот их раскроешь, цветные, глядите. вот такие потеры, вот они бачат. Прямо как такие. Какие бревоты. Такие. Это вот так. А мать что? ЛГБТшные. Ну, сапфир. Надо что-то. Ну, колеровое Блакитное. веселье. Да. Колеровое. Ну и тебе еще подарочек. Ух Давай, ты, давай. да. Здоровайся. Так, ну, у нас есть такая фраза, да? Убери ее туда, чтобы на ней не кончили. Мы поставим клетки у вас. Ну, потом поставим. Ну, мне как что-то читать, папуся, ну. Не, ты вот это, ну, возьми, я потом тебе почитаю, покажу. Ну, это тебе подарок небольшой. Небольшой. Да. Ух ты! Это такая О. вот янтарная. Янтарная брошка. Это брошка такая, так упакована красиво. Вау! Ну, Она это самое, она брошка, она одночасово, ее можно носить и как подвязочку. Ну, как брелок. В смысле, как, Да, как кулонный когда. О, видите, какая... Это, мне потом мальчики сказали, что это белый янтарь, потому что Это белый янтарь. Я никогда не он имела. старый, он старше очень желтый, и это с таких мест, где мел был, да, и мел как бы вот его окрасил. Натуральный. Он А так- сзади ты как брошечка, я Ну, это вот такие красоты, пожалуйста. да, подходит до моих бусов. А, у меня ж так само есть для тебя дарю. Давай, нажми. Вот, да. О, давай. Так куда ты меня пристегнешь? Давайте по центру, вот тут. Не надо по центру. Ось тут, ось. Криху вище, як було бачно. І якраз надо ж так підійшло. А ззаді вежа. І ось, Будете глядите. закрывать, ну, вот, ну, ладно, вот, может, шарф вот так вот, ну, Великий дякую. А я тобі а так потом вот еще по тебе, вот тебе еще. Открытка такая. відкритку я без окулярів. Ну, милая Марьяночка, венчую тебя с нашей новой датой 45 год от веселья. Еще шмат годов мы будем разом, на якие жадаю счастья, здоровья, поразумения и любови.
Еще 5 годов таки будем это? Шмат годов. А, шмат. Мне послышалось, я еще 5 годов у тебя там. Ну, 5 як меньше, до 50. Твой муж, чоловік, папусик. Дідусик. Великий дякую. Всё, І давай. ми беремо курс на золотое веселье, так? Ти ж сам сказав зараз. Горько. Да. Давай, ой, давай. Горько, давай. Что-то мне горько, да. Заправды горько. А у меня не Пиво. Сябры, за некоторый час, глядите, хочу показать, какие нам салатики принесли. Покажи свои. Вот, глядите, салат, ближе сюда. И что это? Наборчик Креветки с для пива. Вот. какими-то пашками. Такие смачные. Пиво. Да, вот. Але у меня есть так само подарунок. И тебе, дороженький папуся, и нам. Медальки золотые. Итак, я Сапфировый. хочу тебе и нам уручить, гляди, медаль за мужность, тебе за мужность, за терпение, за витримку, за терпение, за кохание, а мне за верность, за доброту, за теплоту, сподіваюся, за цікавость. Да, за господаривать. А что, тебе не За цікаво детей. со мной жить? За детей. За детей. За сынов. Глядите, я вручаю такую медаль, якая называется 45. Тут написано, что тут написано, прочитай. Олег и Марьяна. Разом 45 годов, а любим один одного яше мацней. Ой, 24, 12, 24 года. Да. Ой, и я ще раз покажу кругом Влада. Може, ось так буде. І ось. Але я хочу с медалями что роблять? А? Как ты думаешь? Медаль, у нас такая задумка чудовная. Медали вручают и охраняют. Двигайся, ближе. Медаль одна, а повязки две. Как же? Потому что нам 45, а не кому-то из нас. А разум 90 уже. Дзинь. Ну ось, тримаємо. Давай. Тостик підніми. І так, сябри, За сапфировое веселье. за сапфировое веселье, 45 годов, берем курс на золотое веселье. 5 годов, что здарится за 5 годов? Мне песок что такая. Мы На 67-м повесил. Сьогодні, да, я думаю, так, 67-й поверх. Всім привітання, усім велика подяка, хто нас переживав. Так було приємно, скажи. І ми від себе зичимо всім так само доживати, да, хоча б до сапфирового весілля, а потім брати курс на золотое. Мне не верится, что мы уже дожили. Бабусик, тебе великий дякую за життя, за те, що ми разом. Опять так само. Ну, Мой подарунок. да, ти моя така щасливий льос мой. Ось, за школьної скам'ї. Я присвятила песню з подарення гэтай даті, гэтай нашому святу. Глядзіце на моєму першому каналі. Цудоўная песня на музыку Олеся Комоцкая и словы Ригора Бородулина. Цудоўные словы. Так скажи, як там? Ось, так что... Подарення.
Дозвольте у Дозвольте вас с вами тараниться выпить. застаться. Да? Ну все, дозволяю. І на тихой згоди стежку пошукати. Ну все. Додому стежку Да. пошукати. Я ще раз велике дякую. І ми один одного віншуємо з отриманням медаля. Всё. Ну що, сябри, свято у нас тут закончилося. Папуся стоїть, здимає. А я хочу вже показати, криху пройти, зняти вам вечоровий вигляд. Ну, наколькі це магчыма. Напевно, коли уключили тут ось такі світляльні лямпи, то не вельми тут бачно. Ось, я можу зняти вам то, що показують на екрані. Ось. Ну і вечорова вільня у круговую криху. Але, бачите, ну, люди разошлися. Тут есть вешалочки такие, где вы можете распрануть свое одеяние. Виня, Лешка стоит. Люди с детками были, и они разошлися. И, на жаль, тут тое, что мы видим з зямлі, бачим эту вежу, что она светится, ось это менавіта за таких вот лямпочек у круговую. И тому, конечно, про шкло тут отражение отбывается. Тому как бы не вельми цікаво вам показывать и здымать. Так что я ще раз велике дякую. Праздник наш 45-годдя адбыўся. О, бачите? Так что дякую за увагу. Ще раз дякую за віншаванне. І до нових зустріч. Пакуй. Ну що ж, я вам зараз показала телевежу, ось там криху світяться ті агенчики, які перешкоджали мені здимати уже вечорову вільню. Ми уже на вулиці. Так или ні? Итак, хотим яшчэ завершыць ужо на вуліцы каля тэлевежы і паказаць вам вельмі важнае месца, якое тут існуе. Ну, па-першае, крыху лічбаў. І так, мы колькі ж якая вышыня гэтай вежы і на якой вышыне мы пабывалі з нашымі сябрамі. Скажы, калі ласка, Ну, агульная вышыня
этой вежи 326 метров. Сама ресторация, где мы были, она знаходится на вышині 165 метрів. Это прикладно, Ну не ресторация, а кафе-бар, так? як вони кажуть, 165, так. полова, Як так? вони кажуть, 57-й поверх, то вот это 67-й. 57-й. 67-й. 57-й жилого дому. Отповедає. Да, отповедает. А мы были на 67-м. Это мы были, но отповедает 57-му этажу поверху жилого дома. А сама башня была побудована с 74 по 80 год, а открылась уже как телевежа в 81 году. Ну, 1900, Вот. конечно. Вот место, где я зараз побывал, где вот я иду, Зараз мы... да, и оно тычется подею, які відбулися праз 10 год після этого. Ось, бо Ну, яким? В 91-м? 91-м 91-м году. Давайте пройдем на тое место. Ось я ще раз показую вам вежу, каля якої ми знаходимося. І тут такая аглядальная пляцоўка. Ось Олег уже адышоў туды, падышоў. Я хочу показать, калі мы вышли, ось адтуль выходишь з гэтай вежы, то тут есть... скажи, калі ласка, а что вот здесь есть? Это вот как бы літоўскія крыжы, але яны, я так думаю, усталяваныя, ну как бы і берагчы эту вежу, да, але таксама і з нагоды, да, з нагоды памятнага месца, дзе мы вось знаходзімся. Ну вот што адбылося, калі і пра што? Скажи, калі ласка. Студень 91 года. Советские войски, КДБ, это войски с Вильнюсского гарнизону. Вот. Одночасово пытались захопить и парламент, и телевежу. Каля парламенту люди зробили баррикады. Мясцовые жыхары, литовцы, белорусы, русские, кто там был, кто боронил незалежность Литвы, вышли Прабач, калі ласка, а чаму яны хотели... Забаррикадировали парламент и головне обороняли телевежу, потому что телевежа это был головний сродок розповсюду незалежної демократичної інформації про Литву, про її незалежність. Ну а чому? Что тады, что хотели гэтай войски? Что войски хотели, КДБ хотели захопить эту вежу, как спынить трансляцию незалежных передач про незалежность. Это был 91-й год? 91-й год, да. Люди боронили эту вежу, и тут, коля вежи, загинуло 14 Ну а чому? человек. Тому что Литва хотела выйти или что? Зразумела, Ну так, Литва зразумела, это для тебе, а для шмат незалежность. Ну, Ось, да. КДБ и советские войски спробовали, это еще было при Горбачеве. Так, ось Спробовали гэта. спынить этот процесс, вернуть Литву как бы до Советского Союза. У выніку сюди прийшли танки, так? Ці як Ну, это тут было? пришла пехота, стреляли, и танки тут были, люди навпрост не пропускали эту технику, этих войсковцев до вежи, и это почали их стрелять, загинуло 14 человек. Вот их Хто это загинув? Што яны? Жихари Вильни. Жихари Вільні, Да. литовці, так? Литовцы, ну тут есть и белорусские прозвища, например, вот Альвидас Матулька. Ну, Альвидас литовское имя, Матулька, ну типовий Матулька это белорусское прозвище. То есть вот тих жихари Литвы, які вышли боронить країну и незалежность, это были литовцы, ну, ассимилированные какие-то были белорусы, поляки. Тут вот прозвище. Римантас Йоквеничус, Витаутас Концевичус. Вот наше белорусское прозвище Концевич. Да. Видас Мачулевичус, Витас Масюлис, Альвидас Матулька. Ну вот почтовое такое белорусско-польское прозвище. Аполлинариус Йодас Повилайтис. А яны загинули от того, что их выстрелили, альбо танки наехали? Ось як, что вядома? Я не ведаю докладно этих нюансов, но там подчас этих боев, подчас стрелянины загинуло 14 человек. Это те, кто загинул тут, коля вежи.
И тут написано... А что тут такие- написано так? Тут по-литовску написано, что вспомни, той, хто помнить студень 13 студеня, значит, да, коли нация прочнулася, коли нация захотела свободы, а яе спробовали вороги, значит, напасть на яе, сестры и браты, ушануйте память вот тишине тых, кто вот это возродил. И вот тут такой даже невеликий мемориальчик, вот как бы кветки. И вот есть такая как бы Видать, вот 13 штука, студеня куда можно будет ставить знички. будут стоять. Знички, так, для зничек, а тут для кветок. Ну, такое вообще как бы мемориальное место. А вот скажи, коли ласка, что... Вот скажи, коли ласка, я чула такое, что ну, некоторые нават жыхары самой Літвы кажуць, што гэта былі пераапранутыя, хто там, ну, у савецкі солдат, літоўцы, ну, карацей, кажуць, что это было все разыграна, и все это было как бы... Ну, вот скажи, коли ласка, ну, а чому люди мають такое вот, як ти думаєш? Это кремлевские нарративы, они, до речі, як от я висвітляв, почали їх розповсюджувати ще тоді в 90-ті роки. Угу. Ось. Москва повсюду, не тільки тут у Литве, але і в Тбілісі, де були такі ж криваві події, і в там в Середній Азії, в Баку, повсюду расповсюдживал нарративы, что это сами мясцовые, значит, имитовали, нібито там сами себе позабивали, а потом зробить отказную Москву. Ну, на самом деле, какая Москва? Меньше речь, что тут, конечно, тут же стояли советские войски. Это были, в основном, люди, солдаты приезжали с других местов. В Советском Союзе была такая, как бы, метод. Никто не служил по месту, где народился, да, его послали в иншее место. Тут стояли иншие. Вот этих советских солдат кидали сюда на штурм этой Телевежи. Вот, там так само были раненые, и потом легко можно было сказать, что вот нібито там они, кто-то там перепрыгнул. Может быть, все равно был там кто-нибудь литовец. Но это на самом деле были инспированные КДБ, напад, ну, вот. Кіраваў этими всем падзеямі генерал Усхопчык, до речі, который потом схаваўся в Беларусі, дарэтуль жыве ў Беларусі. А паслаў і Гарбачоў, так, Белорусская гэты? ўлада, ну так, але тут Горбачёв потом открестился, сказал, что он такого загаду не давал. Не давал? И цалкам магчыма так. Это КДБ уже тады спрабавала, так сказать, сцішыць гэтыя працэсы, якія ішлі да незалежнасці. Да? У Літва абвясціла незалежнасць, за ей уже забиралася проводить референдум и обещать незалежность Украины. Уже обвестили незалежность Латвии и Эстонии. То есть процесс пошел развалу Советского Союза. Да. А скажи, коли ласка, а вот каля сейму что отбывалося параллельно вот с Телевежи? То же самое спробовали захопить Сейм, головное им было захопить, в принципе. Телевежа это был как бы информация. Самый важный объект, да. Ну, конечно, головное было захопить Сейм, бо там менавіта сидели Сейм это парламент. Депутаты, которые обвестили про незалежность. Вот их пробовали забрать. Но там тысячи людей вышли и боронили. Литовцев. Да, Яны жгли костры или там, как до там? речі, были и белорусы. Вогнище. Вот я зведаю одного из них. Вось, хто з... Я мой наступне питання. Сергей Да. там был, он загороджен литовским медалем. Вот. И он был не один, до речі, белорус там. Да, ось ті удельничали белорусы, так само удельничали. Ну, я был в этот час, до речі, в Москве. Командировці. Так. Коли були ці події, після їх, після кілька днів, у Москві відбувся великий марш солідарності з Литвою. Прийшли на Манежной площади, собрались там, и Тысячи прошли людей. по Садовому кольцу, да. Я у ему дельничал в этом марше, пришел специально. Так само, ось Беларусь удельничал в знак солідарності, але тут менавіта у Телевежі Сергій Дубовець тут і... люди гинули, ну, Да. нет, Дубовец был коля парламенту. Разве? Да. Я думала тут, каля Телевежі. Мені здається, розповідав про Телевежу.
Ну, Ну, не один таких там копать. Вот этот Шейтельман, который зараз сидел. Да, Михаил он Шейтельман, рассказывает, блогер. Он удельничал в этих подеях, он приехал специально из Риги. З Латвії, Да, у так, него да. был сябр литовец, Да, так. за кем они служили разом. И он тут боронил незалежность. Михаил Шейтельман, От зараз таких блогер, людей який чимало. живе у Києві. Глядіть його, слухайте про події апошні. Ну, ось таке пам'ятне місце. Ми Так вам... что какая-то иллюзия, которая так кажет, Ага. получить нормальную историю, не люди, Да. не повторяют это кремлевские плетки. Так. Вот. Плетки это сплетни, так? Да. А, Не просто конечно. сплетки, это- Меня здивляє, коли самі литовцы кажут, что это все было инсценировано и сами виноваты. А, я ще чула, что они Таких были сами одинки. пьяные. Таких одинки. Это Они были пьяные, напились и сами виноваты, что они загинули. нормальные свідомі Я люди, была з ким просто... Я, с кем я обмерковывал такие подеи, никто ніколи такой не казал. Они смеются вот этим придумкам. Ну, большевистским. это, конечно, это хлущня. Поважанные литовцы, коли вы это чуете, бачите, коли ласка, поважайте ображають, історію. такі Конечно, це ображає. таке Навіть ми, кремлівське білоруси, наративи, спочуваємо, загинула світла пам'ять гэтым героям, які отстояли своим жыццём, отдали свое жыццё за незалежнасць Літвы. І калі б вы зараз былі залежныя ад тых, хто даслаў тады гэтыя войскі, ну, вось, можа, у вас бы рабілася такое, што там зараз робіцца у лістападзе 24-го года. Ну, а мы с вами, здесь такая вот пляцовочка, мы нашли скамеечку, и мы зараз поп'ем яшчэ кофе. Кавы мы взяли с собой, каб вот менавіта тут, на вуліцы, на свежем паветры, ну, как бы завершить наше святкаванне нашага сапфіравага вяселля. 45 год разам, а спадзяюся, любім адзін аднаго яшчэ мацней. Папуся очищає скамеечку. А зараз, до речі, про надвор'я. Так, вечер такой морозец вдарил. И как бы вот глядите, казалось, снежок припорошил, да, можно его смести. Нет! Он весь заколдобился лёдиком. О, бачишь? Вось, так что вось так. Ну что, сябры, вось и сапраўдны уже каву мы зараз будем пить. Вось кавочка такая. Вот пар ідзе, бачна вам? Ось. Яшчэ раз дзякуй. І мы паднімаем гэта за літоўскіх герояў, якія адстаялі і абаранілі незалежнасць Літвы. І прямо у тэлевежы гэта робім. Там, дзе і адбыліся падзеі, там, дзе яны загінулі. Не чокаюся. Ну, добра. Светлая памяць усім героям, якія змагаюцца за сваю незалежнасць сваіх краінаў. Зараз You're my everything. The sun that shines above you makes the bluebirds sing. The stars that twinkle way up in the sky tell me I'm in love. When I kiss your lips, I feel the rolling thunder to my fingertips, and all the while my head is in the spin. Deep within, I'm in love. You are my everything, and nothing really matters but the love you bring. You are my everything, to see you in the morning with those big brown eyes. You are my
I swim within your ocean, sweet and warm. There's no storm, my love. When I hold you tight, there's nothing going to harm you in the lonely night. I'll come to you and keep you safe and warm. It's so strong, my love. You are my everything, and nothing really matters but the love you bring. You are my everything, to see you in the morning with those big brown eyes. You are my everything, forever and a day. I need you close to me. You are my everything. You never have to worry, never fear, for I'm